41 год, вот июнь 22-го, погода была такая прекрасная, вот тоже тепло. Германские войска напали на нашу страну. Люди сказали, что война началась. Вот. А что мне было 18 лет? Что я был тогда? Глупый пацан. Были катушки, знать, по 12-16 килограмм. И телефон. Это все на себе. Всю молодежь отправили на фронт. Одни остались смыты, молодые были. Вот так война началась. Всю наших всех женихов забрали в армию. И почти вот на Сведенке, вся вот, как моя ровня, вот я с 25-го года, все, никто не пришел. Все погибли. Рвутся снаряды, второй номер кричит: «Стреляй же, стреляй!» Я говорю: «Сейчас стрелять еще далековато». Ну и думаю, подпущу поближе. Подпустили метров за 200, открыл огонь, 4 или 5 выстрелов сделали. Нам нужно было во что бы то ни стало перебросить все оружие, боеприпасы на правый берег Днепра. Ад, когда в воздухе рвались снаряды, когда Днепр кипел от снарядов, а мы пробирались вперед. Это было страшно, но однако, хочу вам сказать, молодость, которая была в нас, мы этого не могли даже понимать, что мы будем живы или не будем. Я его перевязала, и когда я его перевязывала, а второй пулеметчик говорит: давай патроны, давай патроны. А как давать их, я не знаю. Я ему говорю, что давай ты подавай, а я стрелять буду. Моя мать, школьная учительница, сказала: ну, тогда меня еще Вовой звали. Вова, на людях прощаться не будем. Она встала и говорит: ну вот, иди, сын, и раздели судьбу своего народа. Ведь нам пришлось не против ветра идти, а против пуль. Всегда за нами шла смерть. Мы сейчас порой видим, что на улице и на булки целого хлеба, тогда как мы за эту пайку 200 грамм пополам с опилками умирали. Я видел сотни, понимаете, тысяч людей, погибших за этот кусок хлеба. Военные песни или вообще говорят, я не могу сдержать себя. У меня слезы.